не потому, что мы на месяц останавливаем его, всего на месяц. То есть он вот Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что город испытывает трудности в связи с оттоком трудовых мигрантов из-за пандемии и закрытых границ. Трудности будут, это действительно так, потому что мы каждый год на зимний период принимаем временно на работу дополнительные отряды ручной уборки. Особенно это касается центра города, а речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются, отметил градоначальник. Также Собянин отметил, что нехватка рабочих наблюдается и на строительных объектах. проблема в том, что закрылись границы с странами Евразии, СНГ, откуда поступало достаточно много рабочей силы на наши стройки. И, к сожалению, они не возмещаются российскими рабочими строителями. Процентов 30 причин – это, конечно, отсутствие кадров, именно в том объеме рабочих кадров, который необходим. На сегодняшний день 50 человек работает на площадке при потребности в 100 человек. Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдается во многих городах России. Так, например, по сообщению сетевого издания Сургутинформ ТВ, из-за пандемии многие трудовые мигранты не приехали или же отказываются от низкооплачиваемых вакансий, в связи с чем в регионе многие строительные проекты оказались заморожены. Ну, мы сами не хотим. А почему? Мало платят. А так побольше получается, да? Конечно. Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляет граждане стран СНГ, прибывших в Россию в потоках трудовой миграции. Напомним, что до наступления пандемии из уст высокопоставленных российских чиновников неоднократно звучали негативные критические высказывания, заявления и клевета в адрес выходцев из Центральной Азии. Также неоднократно озвучивалась идея о введении для них визового режима под предлогом отсутствия необходимости в трудовых мигрантах. Только мы ведем визы, все побегут в московский Кремль проситься в состав Российской Федерации.